детства мама мне дала любовь к земле, а отец дал мне любовь к людям, к жизни. Я не жду то, что мне манну небесную там подарят, однокомнатную квартиру, подарят джип, чем такой хороший подарок. Почему у нас такой грязный город? Почему у нас такая грязная республика? Я прямо скажу, я не шестерка, не подхалим. Если я был бы шестеркой подхалимом, я бы где-нибудь там сейчас в правительстве работал. Надо поднимать статус республики, надо делать республику лучше и сильнее. Я сам себе герой. Вот так, я могу так сказать. Ну давайте начнем. Родился я не один. Родился я тройняшкой. У нас есть брат-близнец и девочка-невеличка. Мы с ними, мы феномен получается. Родились близнецы, но еще тройняшки. Это мы однояйцовые, мы с братом. Еще сестричка была. Получается, феномен получился такой сильный. Вот так вот. Назвали всех нас на букву А. Антон, Алексей, Анна. Мы тройное А были. А так. Ну, родился, вырос я в городе Удачном. Это Мирнинский район, там вырос. Школу там закончил. После поступил сюда. Раньше в ГУКе тут было мужское отделение. Тут же девочек вообще не было. У родителей у меня платиновые, хорошо. Они воспитали 7 детей. Многодетные у них дети были очень хорошо. Воспитали. И мама у меня Томторская. Отец у меня Татинский. Вот так вот. Все лето я прожил в Туракёле. Да, все лето был там. С детства мама мне дала любовь к земле, а отец дал мне любовь к людям, к жизни. Отец мне дал любовь к жизни, а мама дала мне любовь к земле. Мама у меня угаданка, так сказать. Да, и от них пошла у меня любовь к этому. А от того, что я добро, я живу по принципу такому. Никто мне не должен, наоборот, я должен Вселенной. И каждый новый день я отдаю себя Вселенной. Я не жду то, что мне манну небесную там подарят, однокомнатную квартиру, подарят джип, чем такой хороший подарок. Если хотят, то подарят, это их дело, да. Это получается Вселенная отблагодарила. А я не ради этого делаю добрые дела. Добрые дела я начал, это очень долгая история. В 2009 году начал делать добрые дела. Я полгода ломал себя, чтобы у меня не было страхов, что обо мне подумает общество. Почему я должен это делать? И зачем я это должен делать? Когда я это сломал, все эти страхи, тогда я начал работать уже. Не боясь ничего, просто делал. Ну ты посмотри. Многие люди, кто летал за границу туда, или там, на материк в Россию, они видели, какой чистый город. Приезжают нам в город, курят сигарету или выпивают и выкидывают мусор. Там же, где курили, там же, где сидели. И при этом они говорят, почему у нас такой грязный город? Почему у нас такая грязная республика? Они сами не понимают то, что они своими методами, своими то, что они своими манерами, своим поведением, они сами загрязняют город. И получается, как сказать, один человек кинул мусор, и за ним идет стадное мышление. О, мусор лежит, я тоже кину. Один человек кинул, 2 человека кинул, 3 человека. И так далее, сотни человек кинет, там уже будет свалка большая. И вот это мышление, такое стадное мышление идет такое. Исправить надо, как сказать, я вот я стараюсь своим примером исправить. Многие люди исправились уж, да. За последние 5 лет город у нас чистый стал. Помимо уборки города, я помню, я сдавал кровь до 2014 года. А потом врачи узнали, что у меня была черепно-мозговая травма. И сейчас мне нигде не берут кровь. А так я часто сдавал кровь, я был донором. Ну не получил эту, донорскую медаль. Но все равно я сдавал. Также я помогаю малоимущим, многодетным семьям. Это финансово, это вещами. Я, получается, я как в микросхемах. Есть же реле передач. От одного пункта до другого пункта он передает. То же самое я. Ко мне обращаются люди, мы хотим передать вещи. Я нахожу им семью, они отвозят и отдают эту. Я прямо скажу, я не шестерка, не подхалим. Если я был бы шестеркой подхалимом, я бы где-нибудь там сейчас в правительстве работал. Но я не такой, я просто делаю то, что я умею делать. И Сардана Владимировна, да, я не вру, я бы голосовал
за Александра Александровича Савинова. Он для меня был главой. Он для меня был главой, я душой и телом был за него. Но не выиграл, не беда. Любые изменения, они к лучшему. Сейчас вместе будем работать с Сарданой Владимировной. А так как я являюсь общественником, человек общественный, мне надо познакомиться с главой. Я зашел, познакомился с Сарданой Владимировной, поговорил, очень хороший, замечательный человек. И надеюсь, вместе мы город станем очень-очень красивым городом, здесь станем чистым. Проектов у меня очень много, я на месте не сижу. Последний мой проект — это блюдо коренных народов Севера. Я вот сейчас в последнее время по всему городу очень открылось много точек. Суши, пицца, там еще что-нибудь. Они надоели людям. А у меня будет блюдо коренных народов Севера. Первый набор — это якутский, второй набор — юкагельский, потом эвенкийский, эвенский, долганский, очень-очень много. Мы будем делать, на этом не будем останавливаться. Также у нас есть проект еще более масштабный. Это Чурон добра. Это где каждый участник оказывает другому помощь участнику. От одного участника пришла помощь другому участнику, тот участник оказывает помощь другому участнику. А вот насчет кафе я планирую открыть. Сейчас как деньги заработаю, я хочу арендовать место, открыть кафе. И там у меня получается социальный бизнес. У моей столовой работают семьи, попавшие в жизненную трудную ситуацию. Таксисты, кто развозит продукты питания, это комплексные обеды, это их отцы многодетных семей. И получается, я многодетным семьям дал не рыбу, а удочку дал. Они зарабатывают деньги. Я снабжаю их полностью, аренду оплачиваю я, все делаю. Просто я им дал эту удочку. Они сами зарабатывают деньги. Вместо того, чтобы ходить, искать работу, я им дал работу, спокойствие и мир. Вот. Там была помощь. Поддержите меня заказами. А кто не хочет, поддержите меня деньгами. Вот так было. Сейчас заказы делаем. В день делаем 10 заказов. Это 3000. Многие люди дают мне в 2 раза больше денег. Говорят: Антон, на тебе за добрые дела. Очень хороший проект у тебя. Очень хорошая идея. Вот, выражаем большое спасибо. Кто-то дает мне молоко. Коробку молока дала одна женщина. Кто-то рыбу дает. Люди помогают как хотят, как могут. Человечность. Он должен быть человеком быть. Обычно это объяснить тяжело, но он должен быть человек. А женщина, она должна быть хозяйка домашняя. Она должна любить дом, мужа и детей. И все. А мужик, он должен зарабатывать деньги. А женщина, она должна сидеть дома, воспитывать. У меня такое мнение. Я иду напролом сразу. Я напролом иду. Я не эти всякие там стеснительность. Я иду напролом иду. Я не боюсь ничего. Счастье для меня — это счастливая жена, замечательные дети. Вот это для меня счастье. Приходить домой уставший, тут у тебя обед, это ужин готов, дети бегают маленькие, рады меня видеть. Это и есть самое настоящее счастье. Я хочу жить здесь, я люблю республику свою. Я хочу ее поднять с плинтуса. Мы сейчас ниже плинтуса, надо поднимать статус республики, надо делать республику лучше и сильнее. Писатель, у меня есть такой писатель, итальянский или кто он, с Европы, Роберт Сальвадор. Он написал поэму, не помню, книги про темного эльфа, Зельдорден. Все книги прочитал. Да не, я сам художник, таких нету. А композитор, я вырос на рэпе. Я когда маленький был, я слушал гангстер рэп, это Оникс, это был Сапрос Хилл, это был Тупак Амаров, Шакур, я на них вырос. А сейчас я слушаю, знаешь какие? Это душевные песни. Это не блатняк, это получается душевно, это где инструментальный раз, потом где киты поют, где звуки природы, очень хорошо. Если взять эти песни, то они ближе к буддизму.
Выпендруешь, когда человек рисуется. Ой, я такой, рисуется. Я могу это простить. Человек молод, он так, да. Потом еще есть такие люди, кто фантазирует очень много. Ну, то же самое почти. Это Дзир Дорден, темный эльф. Он для меня хороший. А также, если взять из фильмов, из истории, для меня очень близки это, как его, Брюс Уиллис, «Храброе сердце». Снимался же, как его там, я забыл, кого он был. Потом эти, как его зовут. Ну, люди, которые лидерами были. Кто вставал снизу и добивался своего. А так, любимый актер у меня Джеки Чан. Я сам себе герой. Вот так, я могу так сказать. Наверное, потому что я делаю то, что многие люди боятся. Даже буквально возьми, на остановке стоят, лежит мусор. Никто не поднимет его, никто не поднимет. Всем будет, да ну это не мое дело, есть дворники. Или у многих людей есть такая отмазка. Я плачу налоги, пусть убирают дворники, я плачу налоги. Все, и это самая обыкновенная отмазка. Чай, и домой приходишь, чай пьешь. Когда мороз еще минус 50, домой зашел и чай пьешь, очень отлично. Картошка жареная. Я себе придумал, у меня не придумал, это у меня жизнь сама мне подсказала, есть 2 цитаты. Первая цитата гласит так: никто тебе ничего не должен, наоборот должен ты вселенной. Вторая цитата такая: раньше я был физически силен, но духовно беден. Сейчас я духовно богат, но физически слаб. Получается середина. Если из 10 баллов брать, то 10 плюс будет. То есть вы счастливы? Я счастлив. Если мне дали бы возможность, Антон, вот мы тебе дадим изменить тебе, вот ты сейчас есть, что бы ты изменил? Я бы ему ответил, я бы ничто не изменил. Я счастлив, мне ничего изменять не надо. А знаешь, это все, вы, наверное, все тоже играли в Counter-Strike 1.6, у меня был ник Биги. Сначала был ник у меня Биг, потом у меня был Green Герой, а сейчас у меня Биги, а потом Биги, и так и остался. И вот он привязался ко мне. Если взять 384, я вот тут сделал 700 долларов делал, за 1 год. 700 долларов сделал, очень мало. За 2017, 16-17, это 385 делал, да? Сделали 5200. За последнего 386. Сделали 6422 доллара дело. Вот не основном. А на этом 387, может быть, сделаем 10 тысяч, может быть, 20 тысяч сделаем. Я хочу студентам сказать такое, чтобы они работали на свою идею, чтобы они делали себя, чтобы ничего не боялись, не будьте рабами страха, чтобы не были есть такое понятие неудачники, люди такие, которые обычно живут серой жизнью, ничего, дом, жена, работа, дом, работа, так они-то их вся жизнь пройдет это так. А если они хотят лидерами быть, то надо продвигаться, надо делать себя. Я могу на своем примере показать им. С 2009 года по 2015 год обо мне люди не знали. Знали человек 40, 30 и все. И только в 2015 году обо мне узнал весь мир буквально. Да, люди узнали обо мне. То, что есть такой молодой человек, кто убирает мусор, кто помогает людям. Сначала люди думали, пиарится человек, не сможет. 2016 год, когда пошел, то же самое говорили. 17 год люди начали, человек пиарится. 18 год люди уже привыкли. Уже все, они привыкли ко мне. Я вошел в их жизнь как уборщик мусора и как человек, помогающий людям.